Мифы и легенды о селе Петрунь, знакомство с шаманом и хозяйкой Медной горы, многочисленные мастер-классы, выставки, показ документальных фильмов и розыгрыш лотереи с подарками. Ежегодная акция «Ночь музеев» после полного перехода в онлайн-режим в прошлом году вернулась к привычному формату проведения мероприятия. Интинцы с нетерпением ждали этого события, чтобы своими глазами увидеть уникальные экспонаты, которые хранятся в фондах культурного учреждения. Сотрудники музея с радостью встречали посетителей, но продолжали работать с ограничениями. Из-за пандемии коронавируса количество участников акции было ограничено. День прошел, приходит вечер. Ветер ночи все сильней. На загадочную встречу вас зовет ночной музей. Будет ночь неповторимой, много тайн, загадок в ней. Не пройдите точно мимо, посетите вы музей. Из года в год работники музеев всего мира традиционно отмечают профессиональный праздник, а именно Международный день музеев, который принято праздновать 18 мая. В преддверии этого дня во многих странах мира и по всей России проходит акция «Музейная ночь» или «Ночь музеев». Этот замечательный праздник появился в календаре еще в 1977 году. Именно тогда на внеочередном заседании Международного совета музеев было принято предложение Советского Союза, касающееся учреждения данного культурного праздника. И начиная с 1978 года Международный день музеев стал широко праздноваться более чем в 150 странах мира. Интинский краеведческий музей принимает участие во всероссийской акции «Ночь музеев» уже в 9-й раз. В этом году мероприятие было посвящено предстоящему столетию Республики Коми. В первом, самом большом выставочном зале развернулась экспозиция под названием «Всему начало здесь, в краю моем родном». В этом году самое большое в Интинском округе и старейшее село на севере Коми Петрунь отметит юбилейную дату – 150 лет. Много, конечно, теорий, много поверий разных существует про село Петрунь, среди жителей особенно самого села. Но самой основной является то, что село Петрунь было организовано в 1871 году тремя братьями, это Симоном, Петром и Иваном из села Мухчин. На как раз месте, где были оленеводы-ненцы, и они приносили жертву своему идолу, который назывался как? Нет, Болбан. И село раньше называлось именно Болбан. Дело в том, что жертвы не приносили в виде пушного дорогого меха. Это соболь, куница, лиса, песец, горностай. Кроме того, языческие церемонии вокруг этого идола разыгрывались очень красиво. И среди церемоний были, конечно, много людей. Если на эту церемонию приходил кто-то чужак какой-то, чужой человек, то все к нему подходили и, по-русски сказать, помяли этого человека, то есть побили и выгоняли. То есть чужакам было не место. Уже к 1897 году село было достаточно большим и насчитывало 16 дворов. Но о нем никто не знал. Не было оно известно ни людям, ни властям. Не значилось село и на картах. Открыл село дьякон Ардалион Колчин, занимавшийся переписью. Старожилы говорят, что свое название село получило в 1914 году в честь отца первопоселенцев Петра Семеновича Хозяинова. Сейчас население села вместе с соседствующей деревней Роговая насчитывает около 600 человек. На выставке, приуроченной к 150-летию села Петрунь, интинцы увидели огромное количество экспонатов, посвященных истории села, культуре и основных занятиях местного населения с древних времен и до наших дней. В зале природы в разделах «Живое прошлое Земли. Богатство приполярного Урала» и «Природно-климатические зоны» горожане могли не только увидеть подлинники окаменелостей представителей флоры и фауны времен обитания мамонта, коллекцию минералов, животных и птиц, обитающих на территории Интинского округа, но и познакомиться с хозяйкой Медной горы, которая является хранительницей уральских рудокопов, или, как ее еще называют, малахитницей. Всем нам известно, что Бажов назвал хозяйку Медной горы
в связи с тем, что там добывали малахит, а малахит является еще рудой на медь. Поэтому хозяйку Медной горы назвали хозяйкой Медной горы или малахитницей. Вот у нас есть образец малахит, правда маленький такой образчик, побольше уже нету. Ну и я хотела как бы познакомить вас не сказками Бажова, а рассказать о сокровищах, уральских сокровищах, которые хранятся в нашем Метельском краеведческом музее. Вот коллекция у нас минералов и горных пород. Здесь небольшая выставка ювелирно-поделочных камней, которых еще называют уральскими самоцветами. Ну, как мы знаем, камни делятся по происхождению, по виду химических соединений, классифицируются. Вот у нас коллекция минералов классифицирована по виду химических соединений. Вот, допустим, окислы, здесь представлены так кварцы его разновидности, а здесь у нас классификация по применению как ювелирные и ювелирно-поделочные камни. Ну, я могу сказать еще, что каждый камень, который здесь у нас представлен, обладает определенными свойствами. Хотелось остановиться на свойствах камней. Каждый камень имеет определенные названия. Названия камней связаны с мифами и с легендами. Некоторые камни получили свои названия по месту, где впервые они были обнаружены. Как и полагается хозяйке Медной горы, малахитница знает все о минералах и их магических свойствах. В рамках социокультурной акции она с радостью поделилась своими знаниями с горожанами. Например, по словам хранительницы уральских рудокопов, аметист может оказывать гипнотизирующее влияние и предохранять человека от пьянства. Камень был назван в честь греческой нимфы. В греческую нимфу Аметис был влюблен бог вина Дионис, но она отвергла его, так как любила пастуха-музыканта. И для того, чтобы спасти ее от любви бога вина Диониса, богиня охоты Артемида превратила ее в камень. И этот камень обладает таким свойством, как предохраняет от опьянения. Поэтому в переводе еще аметист обозначает не пьяный. Ну, вот такое, как сказать, такая легенда. Другие камни получили название по внешнему виду. Вот, допустим, дымчатый кварц. Дымчатый кварц имеет несколько названий – раухтопаз, шотландский камень, кернгорм. При этом к топазу самоцвет не имеет никакого отношения. Дымчатый камень часто встречается в природе с уникальными оттенками от едва заметного дымчатого до темно-бурого цвета. Бесцветный кристаллический кварц называют горным хрусталем. Его название происходит от греческого слова «кристалл», что в переводе означает «лед». Древние греки и римляне считали горный хрусталь окаменевшим льдом. Согласно легендам античности, только из хрустальных кубков боги пили амброзию, поэтому в Древнем Риме чаши, кубки, вазы, вырезанные из горного хрусталя, считались предметами роскоши. Ими гордились даже императоры. Цитрин, желтенький такой камень, свое название получил тоже по внешним признакам. В переводе с французского «цитрон», «лимон». Но есть такие камни, которые получили название свое по месту, где они впервые были обнаружены. Но хотелось бы остановиться на таком камне интересном. Этот камень называется чароит. Этот камень очень интересный, и месторождение был назван он по месту, где впервые были обнаружены. Это в Сибири, ну, на границе Сибири с Якутией, на реке Чара, поэтому его назвали чароит. И что интересно, что этот камень был обнаружен совершенно недавно. Еще в 40-х годах, когда геологи ходили по, так сказать, маршруты, они думали, что это известный какой-то камень. И потом, где-то в 1975 году, обнаружили, что это совершенно новый камень. И единственное месторождение в мире, так сказать, у нас в Сибири. Это очень чарующий камень, с такими переливами. Он гладкий, как шелк. В рамках социокультурной акции для горожан была организована насыщенная программа. Интинцы принимали активное участие в мастер-классах, познавательных конкурсах, викторинах. За правильно выполненные задания горожане получали небольшие подарки. Сотрудники национального парка Юга-2 предложили взрослым и детям проявить свои творческие способности. Мы рисуем природу на наших дощечках, на наших спилах. То есть это очень актуальная тема. Детям и взрослым нравится
выражать свое настроение именно в рисунках и очень хорошо рисуют природу. Любителей животных, особенно детей, покорили питомцы станции юных натуралистов. На выставке можно было увидеть иглистых, сатиновых, атласных мышей, дегу, улиток, черепаху, кролика, хомячков, маньчжурского перепела и других декоративных животных. Представлены разновидности мелких грызунов. Это вот крысы, песчанки, атласные мыши, иглистые мыши. Они просто отличаются тем, что и размерами, и еще по названию, потому что иглистая, например, она мышь сверху шерстка как покрыта иголками, когда гладишь, а атласная мышь, она сверху, вот если посмотреть на свет, она блестит, шерсть ее блестит. Вот этим вот отличаются они друг от друга. Песчанка очень шустрое животное, и оно очень много все грызет. Ей постоянно нужны веточки. Ну, хомяки уже знают многие у нас интинцы, потому что приходят, покупают этих хомячков. У нас в данный момент только представитель маленьких хомячков, это хомячки Кэмпбелла. Каждый посетитель мог найти развлечения по своему вкусу. В зале этнографии, который посвящен основным занятиям коренного населения, развернулась выставка коми-оберегов. Изначально, когда человек на свет появился, он не мог объяснить то, что происходит вокруг. То есть все явления природы не мог объяснить и верил, что живут водяные, лисы, в каждом доме живут лешие, там, ну как по коме у нас, тут чукли есть, пыжах это водяной у нас, там верса леший. То есть, естественно, старались сделать защиту и разнообразные обереги. И вот тема нашего сегодняшнего в этом зале на вечере – это обереги. Вот мы людям рассказываем, чем отличается оберег от талисмана, от амулета. Ну, обереги – это человек, оберегом может быть все, что вокруг человека окружает. Обереги может сделать сам человек как для себя, так и для своих близких. Но самое главное, чтобы он оберег делал с хорошими помыслами. И вот здесь у нас на выставке как раз обереги и представлены. Это и куколки, первые игрушки. И вот первый оберег, когда человек рождался, маленький здесь у нас, его обязательно красной шерстяной ниточкой перевязывали, чтобы как бы защищал оберег от нечистой силы. Как бы человек состоит из хорошего и из плохого начала. Да? И вот шерстяная нить вокруг тельца опоясана, она как бы защищает от проникновения плохого, и чтобы человек жил и ну, как бы развивался. И вообще вот здесь тоже представлены обереги, это пояса, это национальный атрибут нашей коми-одежды, это женские пояса, мужские кушаки, охотничий пояс тасма, он украшен оберегами такими, вот как костяные елочки, застежки в форме идола, болбана, о котором сегодня мы уже рассказывали. Вот тоже очень сильный амулет на поясе, это ель, которая у нас считалась священным деревом. Считалось, если на поясе есть костяная елочка, никакой зверь в лесу охотника не потревожит. Кто-то интересовался экспонатами, задавал вопросы, кому-то хотелось сделать своими руками оберег. Активную помощь сотрудникам музея оказывали школьники, которые работали во время акции волонтерами. Ученицы 4 класса гимназии номер 2 Варя Артеменко и Лиза Лапшина в национальных костюмах северной и южной коми-девушек провели для гостей мероприятия несколько увлекательных викторин. Мы задаем загадки, и за правильные ответы мы даем конфетку. Я на плечиках держусь, повернулся, я кружусь. Это сарафан. А еще мы тут делаем красные обереги с бубенчиками, которые отгоняют нечистую силу. Варя Артеменко в образе южной коми-девушки. Ее подружка, одноклассница Лиза Лапшина северной. Это можно заметить по одежде. В разных районах коми женские наряды отличались по типу кроя, по тканям, орнаменту сарафанов, головными уборами. Считалось, что одежда обладает особой магической силой, и она занимала важное место в поверьях коми. Диалект у южных и северных коми тоже отличается. Правда, в музее все разговаривали на русском языке. Коми-слова встречались только в конкурсных заданиях. Я тоже загадываю загадки, я помогаю. Мы с Варей помогаем людям иногда делать обереги, объясняем. Мы
даем сфотографироваться. Люди здесь отгадывают кроссворды и даем людям разукраски детям. Интинский краеведческий музей имеет 7 экспозиционных залов, связанных между собой единым кольцом. В фондах хранится более 500 тысяч редких экспонатов. В преддверии Международного дня музеев горожане могли познакомиться с некоторыми из них. Наш зал посвящен системе пасов, знаков, которые внесены в реестр объектов нематериального культурного наследия Республики Коми. То есть они изначально являлись как бы такой системой геометрических в основном символов, использовались как личная печать, клеймо, ими обозначались угодья, личные вещи, использовали как подпись. Вообще этот знак передавался по наследству старшему сыну, он имел право себе добавлять какие-то дополнительные изменения или какие-то там наклонности, дополнительные знаки, а младший сын сохранял без изменения родовой знак. То есть это такая вот родовая принадлежность к роду. В дальнейшем они послужили возникновению коми-орнамента и коми-письменности. То есть на основе именно вот этих вот знаков, пасов родовых была создана коми-письменность. В экспозиционном зале общественно-политических преобразований развернулось 2 выставки. Одна посвящена коми-орнаменту, символам, знакам. Вторая – Стефану Пермскому, епископу Русской Православной Церкви, проповеднику христианства среди коми-зырян. Именно им была создана азбука, анбур, по названию 2 первых букв. В нашем зале дети могут познакомиться с таблицей, некоторые символы здесь, что обозначают, узнать, что они представлены в изделиях меховых, пимы, сумки, что это не просто символы, а именно знаки, обозначающие либо животных, либо человека, либо что-то еще. Эти изображения используются в гербах Усинск, Сыктывкар, Печора, Воркута, они тоже в своем как бы изображении включают эти символы. Дети отгадывают, находят одинаковые определенные задания, ищут пасы на костюмах, за это получают призы и музыки. Интинцы посещают краеведческий музей не только во время проведения социокультурных акций. Это центр по изучению, хранению и пропаганде памятников социальной и естественной истории региона. Сотрудники учреждения проводят интересные учебные, познавательные, досуговые экскурсии. В прошлом году в музее обновился зал с экспозицией «Город и судьбы». Здесь установлена современная мультимедийная система. Появилась новая выставка «Интинский район в годы войны», которую дополняют документальные и художественные фильмы. Благодаря экспозиции с небольшим кинозалом горожане могут получить новые знания о Великой Отечественной войне и вкладе жителей Интинского района в победу над фашистами. В этом году из-за пандемии коронавируса программу акции «Ночь музеев» разделили на несколько сеансов. В связи с введенными ограничительными мероприятиями посетители приходили в музей строго по пригласительным билетам. После каждого сеанса сотрудники учреждения проводили розыгрыш лотереи с вручением подарков. Все участники акции остались довольны и благодарили коллектив музея за увлекательное путешествие, организованное для детей и взрослых. Интинцы и гости города смогли не просто посмотреть экспозиции, но и принять участие в большом количестве мероприятий, мастер-классов, познавательных экскурсий, викторин, которые одновременно проходили практически на каждом квадратном метре музея.